Доброе утро. 1 апреля 2026 год. Прекраснейшая погода. Просто супер. Сегодня был заморозок до минус 6, наверное, где-то. Минус 6,5 на электронном градуснике показывала температура уличная. Сейчас 7 час утра. Где-то градусов 5, наверное, 4. Солнышко уже пригревает. И мы приехали на нашу матушку Печору. Уток нет нигде. Забереги открыты. Но подмерзли. Видно, что, видите, да, с берегов все подмерзло. Я так думаю, ну, как минимум туда мы еще пройдем. Ну, а обратно уже как-то перепрыгнем. Все, друзья, погнали. Сегодня у нас крайняя рыбалка на реке Печора. Сегодня мы закрываем сезон 100%, потому что завтра ночного минуса нет. Несмотря на то, что верхняя корка сегодня подмерзла, снизу это все теплая вода подмывает. Лед чернеет, и там идут снегопады, и вот этих опасных мест будет скоро уже не видать. Рисковать не стоит. Все. Несмотря на то, что я не хотел брать ни червей, ни опарышей, потому что, чтобы не наживлять, но все-таки я взял, потому что вдруг на удочку будет ловиться. Сегодня у нас получилось чуть пораньше приехать. Если будет на удочку ловиться, то попробуем немножко на удочку половить. Продольники пока не трогаем, не будем отвлекаться. Одолблю несколько удочек, попробую. Ну что базарить, пойдем. Скоро сами все увидим. Поехали. Так, ну что, поехали. Ага, поехали. Клешню забыли, отвязать забыли. Вот так вот привязывал, чтобы не унесло. Корочка сантиметров 2, наверное, 3. Тоненькая корочка. И что-то, не понял, вода падает, что ли, опять? Непонятно. А нет. Лед приподняла. Вот от заберегов. Прибывает вода. Так. 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 Ну-ка. О. Лед ни о чем. Ну, на лыжах, думаю, удержит. Так, ну, с Богом. Вот сейчас я вам покажу, друзья. О. Все уже. Просто тоненькая корочка сверху. И нам надо все успеть до жары, пока не начнет отпускать. В обед как минимум мы должны уже отсюда выскакивать. Иначе... Нет, тут еще нормально. Тут еще лед будет держать. А вот берег уже опасный. Заход и выход на берег опасно.
Так, ну вот. Вместе. Ну пойдем. Посмотрим. Так, черпак. Черпак. Пойдем глянем, что у нас на удочках. Вот здесь вот напротив второй палки. Как бы самые продуктивные удочки зимой здесь. Поклевывал хорюс. Ни одного перевертыша. Может быть, конечно, это все замерзло. Может быть. Давайте сначала обыкновенную простую мормышку отдолбим. И попробуем сразу поиграть. Чем черт не шутит, а вдруг. Так. Буквально пару забросов. Так. Что у нас там? А у нас там все забито мусором. Вода прибывает, мусор несет. Я говорю, сейчас рыба будет ловиться только тогда, когда уже на лед будет не выйти. А в это время почему-то она не хочет у нас ловиться. Ладно, попробуем. Если что, сейчас должно клюнуть, по идее. Если рыба там есть, если она утром активная, на игру должен хорёс. Если он здесь есть поблизости, должен накинуться. Течение у нас стало сильнее. Это и лед поднялся немного. Лед растаял. Снизу воды стало больше. Вода стала глубже, течение стало сильно, мормышка уже сносит. Где-то снегоход катаются по насту. Так, поклевки у нас сразу не последовало. Это плохо. Это значит, ничего интересного, наверное, сегодня мы не увидим. Но рыбок 5-то на продольнике, наверное, попалось все равно. Жалко. Я думал, хоть напоследок рыба поклюет. Не хочет. Ну ладно, не хочет, как хочет. Как увидим поклевку, так и сделаем включение. Будем потихоньку отдалбливать, чистить ото льда, наживлять свежих червячков. Может быть, что-нибудь с утра поклюет. Пока оставляем. Так, а здесь у нас что-то... А нет, не крупный ёрш, наверное. Да, это ёрш. Ершей уже, как говорится, на живцов собирать не будем, потому что палки будем поднимать. Всех ёршиков собираем и будем засаливать. Но пока наживляем. Потому что ерши ершами, другая рыба здесь тоже водится. Может, что-то и клюнет еще. Ну-ка. Только вот поменял и сразу клюет что-то. Кто-то рядом находится, кто-то долбит. Сколько я проверял? 3, 4, 5, 6, 7 удочек. Вот подошел к 8-й и что-то поклевывает. Только непонятно что. Вот она. Вот. Нет. Удочка примерзла, так что ломать пока не буду. Днем оттает.
Кто-то долбит, не пойму, или на червя, или на опарыша. Кто-то явно здесь стоит. Ну, что-то не крупное, видать. Было бы крупное, уже давно попало бы. Он все, зацепился. Зацепился. Вот такой вот хорюзочек. Мелочь пузатая. Аккуратно, аккуратно. Мы тебя не будем брать. Иди. С червяком иди даже. Ладно, не хочешь, иди без червяка. Получается, хорюз, если что есть, он берет. Только не тех размеров. Был бы крупный, заглотил бы сразу. Это что, получается, его нет, что ли? Может быть, может быть. Может быть и нет. Вот здесь он рядом был. Я только, получается, посадил свежего червя, забросил, почистил, и сразу последовала поклевка. А там вот один ёрш только был, все стоят неподвижно. Получается, его нет. Здесь нет. Ничего не понимаю. Значит, не на том месте рыбачим, получается. У нас поклевка. Поменял сход. Сидел ёрш, насадил свежего червячка, только закинул и сразу поклевка. Ну, сход. Укололся хорошо, не знаю, возьмет ли второй раз. Клюет. Клюет, клюет. Второй раз клюет. Сейчас дадим больше засосать червя. Тоже если мелкий, потом, блин, заглот пойдет. Кто-то там есть однозначно. Оп, нет. Что-то мелкое. Может быть, тоже ёрш. Нет, не ёрш, это не ёрш. Это хариус, но походу мелкий. Ого. Давай, заглатывай. Можешь попробовать поиграть. Игру фигня этой удочки, а не мормышка. Все, укололся. Все, больше не хочет. Может, еще подойдет. По ходу этой весенней печорской рыбе ничего не надо, ни утро, ни вечер. В общем, проверил все удочки, почистил, насадил свежими червями, и за все это время прошло пару часов, ни одного перевертыша. Раза два обошел, поиграл на игру, и все, и мормышкой. Вот одного жиганачу поймал, отпустил, и ерша еще одного. В общем, итог проверки удочек 5 ершей, и все. Сейчас посмотрим палки для начала. Если и палки будут пустые, можно будет смело поднимать.
Если на палках что-то будет, до обеда еще половим. Сейчас время уже почти 9 часов. Надежда была. Была надежда. Обычно я приходил позже, думал, как говорят, ловится рано утром. Бесполезно. Ни одной поклевки. За ночь тоже черви целые. Ну это разве улов 5 ершей за всю ночь? Это вообще ни о чем. Я не знаю почему. Вот. Ну значит еще рано немного. Вот перед ледоходом, когда уж будет не выйти. Раньше я ловил, раньше и на лодках переплавлялся на лед. Как-то попадал я пару раз на бешеный клев. Просто в течение даже не утро, не вечер, даже днем долбит и язи, и сиг, и все. Сейчас мы сколько? 5-й день, получается, стоят у нас. Или 6-й, я уже потерялся. Ни одного сига. Поклевки сига вообще не было, не видел сига даже. Хариуса тоже толком не было. Правда, одна удочка была оборвана у меня. Я не знаю. Может быть, когда лед долбил, случайно попал. Ну, или попадал на лим. В общем, одна удочка, леска, вернее, была оборвана. Но я не заметил. Вот поставил туда еще одну удочку. Вот здесь вот она получается на уровне льда, где-то чуть глубже, она была оборвана. Может быть, попадал на лим. Здесь леска 0,2, 0,22, наверное, где-то. Но не толще, чем 0,25. Сейчас я начал ставить уже 0,28. Потолще леску. Это старые удочки. Леска здесь еще потоньше. И 100 лет не помененная. Сейчас оттает. Оттает и уберем. О, все, оттаяло уже под солнцем. Ну, выкидывать не будем. Может быть, когда-нибудь еще пригодятся по снегу. По такому без снега там вообще проблематично. Надо долбить. Это только со снегом. Когда уже достаточно снега, чтобы втыкать в снег. Так это уже старье мое. Сколько лет этим удочкам уже? Может быть 20, может быть 30, я уже не помню. Но это первые основные удочки у меня. Ладно, смотрим, что нам продольники дадут. А продольники дадут нам ершей. На лимчика охота свеженького. Прошлый год напоследок на лимчик клюнул. Так, что здесь у нас? Вот он, малышок. Мы его потом отпустим, когда будем снимать. Вот, пожалуйста, гирлянда ершей опять. Ерши висят. И кто на них попадет? Никто. На лима нет, а хариус ершей не ест. Язь ершей не ест. Крючки все обглоданы, обсосаны. Вот странно, вот на продольниках крючки все обглоданы. А на удочках почти все крючки целые. Там вот ершей поменьше. Все-таки на продольнике шансов поймать больше. Тоже ничего интересного. Один, походу, ерш и все. Да, один ерш и все. На каждом продольнике по одному ершу. Так, но здесь натяжечка у нас есть. Ерша нету, кто-то украл. И чувствую натяжку. Натяжка неплохая. Или язь, или налим. Но так как не дергается, скорее всего, это... Не знаю, не будем гадать. Сейчас мы это увидим скоро.
Что-то есть, это однозначно. И что-то неплохое. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот он, красавчик. Вот он, красавчик язь. Взял вроде бы на малька, потому что на крупный крючок. Зацепился хорошо, качественно. Ну вот, что и требовалось, в принципе, доказать. Сколько удочек стоит, вот, и ни одной рыбы. Тут вот, пожалуйста, третий продольник уже язь. Да, когда ловится, на удочках интереснее. Видно, как переворачивается, бегаешь, ходишь. Но тут вот я проверил, ни одной сработки, ни одного перевертыша. Вчера, если были поклевки днем, не знаю, может сегодня будут. Не знаю, что им мешает. А вон, на продольнике, третий продольник и сразу рыба. Сейчас посмотрим, что на четвертом. А налима нет. Сколько вот ершей и насаженных, и на мелкие крючки, которые попадали. Налима нет. Так, тут у нас небольшая натяжечка. Что-то тут перепутано. Что-то было, что ли. Небольшая натяжечка. Скорее всего, жиганчик, наверное. Нет, это ёрш. Это ёрш. Это второй. Вот такой дундук здоровый. И малек там живой, никто его не взял. Два ерша здоровенных с икрой. Кстати, тоже классная штука. Это обалденная вкусняшка скоро будет, через пару недель. О, с икрой весенние ерши. Их никак по-другому не поймаешь, только так, только на продольнике. На удочку не знаю, где надо такое место найти. Ну, попадал я на Мылве как-то, на речка, приток Печоры. Весной 3-литровую банку наловил. Уже тоже рискуя перед ледоходом. Там на заберегах. Я ловлю, а рядом уже река шевелится, блин. Ну, ёрш тогда клевал изумительно. Наловил пол-ведра, наверное, такого. 3-литровую банку засолили. А так только на продольнике потихоньку насобираешь. Вот их прямо с кишками так засаливаешь. Соль, ерши. И потом через пару недель они... Такая вкусняшка обалденная. Особенно, когда они с икрой. Кто не пробовал, все говорят, что вкуснее рыбы они не ели. Что-то небольшая натяжечка есть, но навряд ли там что-то интересное. Скорее всего, это тоже ёрш. Крупной рыбы нету однозначно. Еще и цепляет. Вон сколько мальков. 4 малька. И никого. Даже язя получается мало. Да, это ёрш. В общем, в каждом продольнике по ершу. Все мальки целые. Вон. 5 мальков на одном продольнике. И нифига. Язя тоже получается пока нет. Одиночки. Толпой еще они не ходят. Так, ну а эти новые палки, которые я вчера поставил на остатки мальков, чтобы их не выкидывать. Сейчас посмотрим, зря я этим занимался или не зря. Так, ёршик. Ёршик у нас насаженный этот был. Попрыгай пока. Скорее всего, они сходят сами. Вот это тоже чуть было не ушел. Не, а что-то есть здесь. Что-то дергает. Похоже на язя. Нет, вот он. Вот он, долгожданный сиг. Наконец-то. Вот он, такой вот сижочек. Вот он, наконец-то. Красавчик. Заглотил до кишков. Они заглатывают, да. Если крючок не сильно крупный, они заглатывают до самой жопы.
Вон даже лутка. И очень редко они сходят. Естественно, даже если размер не соответствует немножко, их выпускать смысла нет, и все равно подохнут. Вон, вырываешь, потому что все. Вот на такой заглотыш. Вот и мы их и ловим. Напоследок все-таки дождались мы сега. Вон на такой маленький крючочек маленького червячка, и они заглатывают. Специально такие сиголовные крючки делал, и они сработали. Когда дождались все-таки хоть одного, но дождались. Значит, не зря мы вчера поставили эту палку. Нашли мы этого сишка все-таки. Так, ну что, повторения будет? Нет? Ах, эх, эх, эх. Тут лунка прямо пробуренная. Что-то небольшое даже дергает. Все мальки целые. 4 малька вон целых. Язя здесь точно не было рядом. Зато есть ёрш, зато есть второй, и зато есть третий. 3 ерша. Ну и какая рыба здесь может быть другая? Естественно, никого нет, потому что ерши успели раньше. Язя не было. Был бы язь, он бы на мальков бы клюнул. Вот из-за этого, как бы, когда наживляешь мальками, шанс поймать язя больше. Язь ершей не ест, а малька ест. Так, ну что, немножко червей еще есть. Насажу, пожалуйста, остатки. Может быть, до вечера кто-то клюнет. Ну, до вечера или до обеда. Как там получится. Не знаю. Так, эту палку я тоже вчера добавлял. Тоже новенькая. Ох, какое течение уже здесь появилось. А. Ну, здесь никого. Ёршик, может быть, есть, но не больше. Да, вот он, здоровый ёрш. Один и второй. 2 здоровых ерша. И на том спасибо. Раз, что там? Есть еще нет? Не, все. И 2. Так, ну а здесь натяжечка есть. Кто-то сидит. Кто-то идет. Судя по натяжке, это язь. Один малек целый. Нет, это хариус. Он такой вот добренький. Он такой вот красавец. Так что у нас сегодня весь набор. И хариус, и сиг, и язь, и ёрш. Еще один ёрш. И еще один ёрш. На каждом крючке ерши. Ну, хариусок у нас успел. И тут вот кто-то съел тоже. Не знаю, малька или ерша. Вот Янцкадан. Сработала крайняя палочка. Все, на этом берегу у нас палки закончились. В улове у нас 1 хариус, 1 сиг и 1 язь. И куча ершей. Как-то вот так. Не прошло и полгода. Одна удочка перевернулась. Не, рыбы нет. Но кто-то же перевернул ее.
Так. Что у нас здесь? У нас здесь опарыш. И червяк. Ну, все целое. Значит, опять ветром. Вчера я переставлял удочки по ветру. Вчера был северный ветер. Сегодня у нас ветер южный. И, возможно, перевернуло ветром. Значит, сегодня все удочки надо ставить вот так вот. Ветер, чтобы дул сюда. Тогда он не переворачивает. А, скорее всего, это перевернуло ветром. Удочки легкие. И когда дует по ветру, вот так они просто раз и туда переворачиваются. По идее, надо сегодня, ветер поменялся. Удочки должны быть все вот так, чтобы их не переворачивало, чтобы не было ложных сработок. Пошли сначала проверим, потом с этими удочками займемся. 6 продольников у нас еще осталось. Или сколько там, 5 или 7, не помню уже. Возьмем пару удочек на всякий случай. Там лунки просверлены. Мелко, камушки. Хариус там должен быть. Если клюнет, то будем... Можно будет на удочку попробовать половить. Так, ну что, давайте попробуем. Немножко, пару минут уделю. Сколько вот тут лунок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Где-то около 25, наверное, около 30 лунок здесь. В общем, идет, ну, отмель. Посередине реки такая отмель. Там глубина, песок. Тут глубина, песок. Ну, там уже не так глубоко, но все равно. А тут вот фарватер идет глубина. Как мы видим, он уже почернел весь. И тут вот небольшая глубина вместе со льдом. Я уже показывал вам, по грудь мне где-то было. Но леску немножко уносит. И тут камушки. В принципе, хариус здесь должен быть. И первый день с Димой мы здесь даже вроде бы и поймали. На продольнике, правда. А, на удочку-то тоже одного поймал. И потом на продольнике. И чисто теоретически течение не такое здесь сильное. Но где вот темные места, там уже вот скоро будем проваливаться. И мелко тут. Вон тут все почернело тоже по фарватеру. Там, где открыто, тоже черные. Чисто теоретически здесь хариус должен быть. Если он хочет кушать, то течение тут не такое сильное, в принципе. Вон, груз находит, мормышка с нимфой. И по идее, если он хочет кушать, если он здесь есть, он должен тюкнуть. Вот взял 2 удочки с собой. Долго не сидим, буквально по полминутки где-то на каждую лунку. Чисто попробуем. Тут вот вообще мелко уже. Не знаю, на лесной речке, где мелко, там хариус есть. Здесь, по идее, он тоже должен быть. Ну, почему-то не ловится. Помню, в детстве вот на таких перекатиках мы вставные удочки ставили. Не такие, а с обруча делали в интернете. И хариус ловился. Опарышей тогда не было. Я не помню. На короедов, наверное, мы тогда ловили. Или на червей. Не помню уже, на чем мы ловили. Вроде бы на короедов. Выставишь десяток удочек. И смотришь, они тюнь-тюнь-тюнь. Перевернули, значит, хариус есть. Или клюнули, ты подошел, поиграл, хариус клюнет. В интернете тоже мы ловили так. Сейчас почему-то не хочет. Нету клёва, вон сколько удочек. И все, я не знаю, когда он клюет. Может быть на рассвете, может быть в 4 часа уже начинает светать. В 4 я... Ну не пробовал я. Может кто-то приходит 4, может 4 клюет. На продольнике-то вон. И ерши висят, и
Я, Зихариус и Сиги, когда-то же они попали. Пришел я утром тогда, вот одну поклевку видели, Васька отпустил, которого тоже еле-еле клюнул на червя. Когда вчера был северный ветер, сегодня поменялся на южный. Ветер крутит, погода меняется, может быть, что-то им это не нравится, я не знаю, но поклевок нет. Нет, так и нет. Я сейчас пройду все лунки, проверю продольники. Если поклевок не будет, начнем, наверное, собирать. У меня там червей немножко осталось. Насажу, еще пару часиков половится до обеда. Ну, пока лед позволяет, будем ловить. Как только начну проваливаться, сразу начну поднимать. Потому что верхний слой пока держит. Это хорошо. Если он не будет держать, то такие черные места, вот, это уже там, скорее всего, нижнего слоя нет, там одна каша уже. Надо будет дергать отсюда уже. Поклевок на удочку я так и не дождался. Обошел все лунки, ни одной поклевки. Рыба жрать не хочет. Так что не будем страдать ерундой. Проверим продольники. Насаживаем остатки червей. И будем ждать у моря погоды. Начнем потихоньку поднимать скоро уже. Так, сегодня здесь пусто. Нет, что-то есть. Ёршик, наверное, небольшой. Вон, мальков даже никто не тронул. Кто там, ёршик? Нет, никого. Никогошеньки. Последний крючок обломан. Может быть, что-то даже и было. Ясно. Все с вами, даже на продольник рыба не клюет. А я хочу еще на удочку поймать. Так, здесь вроде бы небольшая натяжечка есть. Что-то повесилось. Что-то небольшое. Хорезок, наверное. Ёрш. Ёрш есть один. Ёрш 2. И ёрш 3, наверное, сейчас будет. 3 толстяка. В итоге дали, да, ёрш 3. И все. 3 ерша. Вот они и сделали натяжку. Ну, вот ерши. А налима нет. А налима нет. Так и не увидели мы налима. Напоследок-то мог бы и попасть. Третья палка. А здесь тоже никого. Только грязь. Пришел невод с тиной морскую. Один крючок пустой, кто-то, видать, малька сорвал, язь, наверное. Вон ерши, и здесь ерши. Везде ерши, короче. Ну, не пусто, и то хорошо. Ерши тоже рыба. И все. Осталось 4 палки. И закончились у меня черви. Все, больше не насаживаем. В принципе, мальки пока есть. Можно оставить их до вечера. Чем черт не шутит.
Вдруг у Ези аппетит проснется на малька. Чисто теоретически может хапнуть. Но вон 4 малька. Сутки. За сутки даже никто. Вон и черви целые. Вон все черви целые. Не забито, ничего, все нормально. Вот как это понять? Что им еще надо? Все черви целые, все мальки целые. А мы хотим тут на удочку рыбу поймать. Вот так вот. Расстояние 20 метров от палки. Ну, даже меньше, 10, наверное. Там рыба была. Ну, как рыба была? Сегодня-то нет, ерши были. Здесь вообще все целое, нетронутое. Вот так вот. Ладно, подождем до вечера. Вон, смотрите, он малек раз, вот, и ушел под лед. Вот получается лед вот основной с верховой снеговицей вот так вот сантиметров 25, не больше уже. Вон здесь промывает черное, видно все. Так что заморозки, не заморозки, все равно. Пора закрываться. Тем более ничего не ловится. Да и хорошо, что не ловится. Хоть нет соблазна оставаться. А так бы ловилось, я бы тут придумал бы что-нибудь еще. С лодкой не сюда. Не, навряд ли. Не ловится и хорошо. Половили и так всю зиму. Будет еще скоро зима. Скоро еще. Это не кончилось. Я уже о следующей зиме мечтаю. Половим еще. Так. А здесь тоже ничего походу интересного. Большой натяжки не видать. И не слыхать. Ершей никто не ест, мальков никто не ест, червей никто не ест. Вообще сытая рыба, походу. Или в каком-то состоянии таком интересном, то что она жрать не хочет, я не знаю. Бывает такое. Вон все черви целые. Предпоследняя палка тоже была пустая. С зацепами. Вот последняя палка. Или здесь, или нигде. Так, ну что, есть натяжка, нет? Даже что-то дергает. Даже что-то клюнуло. На глубине. Вот так вот. На мели ничего не было. На камнях. А на песке тут поглубже кто-то клюнул. Так что вот надо везде ставить. Не только там, где ты думаешь, что рыба будет. Вот, пожалуйста, хариус. И ёрш. Еще один ёрш. 2 ерша и хариус. Да не путайтесь вы, блин. Вот так вот. Так, пока мы гуляли на правом берегу, вижу 2 удочки, 3 удочки у меня перевернулись. Раз, два, 3. Но это не факт, что там есть рыба. Возможно, перевернуло ветром. Но посмотрим. Посмотрим. Да, скорее всего, это перевернуло ветром, потому что червяк целый. Тут червяк один, без нимфы. Так. Поставим обратно. Вот так вот. Ветер у нас оттуда. Ставим сюда, чтобы прижимало так. Вчера был северный ветер. Мы ставили сюда. Вот из-за этого и переворачивает. Вот так вот.
с ночи небольшой пленочкой лунки у нас прихватило, но теперь под солнцем все тает обратно. Здесь у нас тоже перевертыш, но никого. Грязью забило. Червяк на месте, но немножко сдвинутый. Может быть, кто-то и нюхал. Ладно. Давайте. Немножко времени у вас еще есть клюнуть. Смотрите сами, если не успеете, так и будете там плавать. Белый свет так и не увидите. Так что лучше давайте. Кушайте на здоровье. Так, ладно. И вот еще у нас там один перевертыш. Еще два перевертыша. Сразу так поставим. Нет, все целое. Ложная сработка. Ветер хулиганит. Удочки легкие. Так вот, так вот. Так вот вы не перевернетесь 100%. Удочки легкие. И ветром их переворачивает. О. Блин, сход. Была поклевка, но сошел. На короеда, что ли, брал? Он короед, да, на короеда и на синенькую нимфу. Что-то шел, но это что-то, наверное, был хариус. Кто-то что-то или давно сидел, или только попал, я не понял. Но заметил поклевку, подбежал, он шел у меня и не дошел. Ну-ка, хватит, нет наглости еще раз клюнуть. Короед большой, нимфа маленькая, видать, слабо зацепился. Может быть, просто за короеда держался. Если просто за короеда, то он еще, возможно, возьмет. Рыба здесь есть. Однозначно. Так, ну а здесь что у нас перевернуло? Здесь никого. Сейчас по чайной ложке эти поклевки, блин. Вроде клюнет, обнадежит, а потом тишина. А червей-то больше нет. Вот так вот с этой стороны не перевернете. Так, ну чё? Давай. Чё, где ты там? Укололся, что ли? Ушел? Видно, не судьба, видно, не судьба. Ну ладно. Значит, был не мой. Так, ну что, время у нас уже 20 минут 12-го. Удочки молчат. Вот единственная поклевка на короеда была. И все. Все черви целые. Прошелся по всем удочкам, почистил от мусора. Накидало уже с утра. Никто и не думает даже клюнуть. В общем, я так думаю, потихоньку надо сматывать удочки. И, пожалуй, начнем. Начнем с кормушек. Вот у меня тут 1, 2, 3, 4, 5 кормушек.
прикормкой. Поднимем их, потом потихоньку начнем поднимать сначала удочки и в последнюю очередь уже закончим продольниками. Ждать у моря погоды нефиг. Если оно не ловится с утра уже целый день, навряд ли оно будет ловиться. Пусть стоит, конечно, может быть, случится чудо, может что-то и клюнет. Но пора сматывать удочки. Время не ждет. Солнце припекает. Вон у нас все открылось, все замерзшее было. Лед чернеет. Вот если мы утром пришли, была вода под корочкой, все теперь уже ветром открыло, бурлит. Ждать нечего, потому что и до вечера сегодня 100% здесь промоет. Завтра уже сюда будет 100% не попасть. Во-первых, лед поднимает, во-вторых, берега оттаивают, и скоро здесь все будет открыто. А через пару дней и здесь будет открыто все. И будет до льда метров 20-30 воды, вот так вот все откроет. Это ручьи, ключи, вот этот левый берег постоянно вот такая фигня, постоянно его размывает. Ладно, пошли. Начинаем сматывать удочки. Так, у нас перевертыш. Ну, беспонтовый. Беспонтовый перевертыш. Кто-то, видать, дернул. Да не додернул. Червяк на месте. Опарыш немного погрызан. Ставим обратно. Ложная тревога. Так, у нас еще один перевертыш. Оп. Нифига. Ложная тревога. Блин, вроде бы уже... Нет, черви целые. Мне кажется, все равно кто-то дергает их. Почему они стоят? Ветер же не меняется. Он одной силы дует. Стоят, возьмут и перевернутся потом. Что-то мне кажется, кто-то их все равно дергает. Ну-ка. Нифига. Еще один перевертыш. Опа, здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Вот такой вот хорюзец. Ну не зря на нимфу взял. Не зря. Не зря мы остались. Так, куда я? Вот сюда. Нормально, янцекаден. Возможно, то, что кормушки шевельнули, пока поднимал. Но факт остается фактом. Хариус клюнул, и клюнул на вставную удочку. Наконец-то! Наконец-то! Хоть одна неложная сработка. Так, что у нас? Нормально все. Давайте ждем еще поклевок. Молодцы. Хорюзцы. Вот это тоже нормальный. Ну, хоть настроение немножко поднялось. А то все впустую. Я уж думал, начну удочки собирать. Все равно смысла нет. А тут бац, перевертыш. И сработал. Так, что у нас по времени? Может быть, это начало клёва? 12 часов ровно. 12 часов ровно. У нас поклевка на удочку. Так,
Пойдем в ведро, чтобы тебя вороны не утащили. Так, ну что, в тенек куда-то надо, вот сюда, наверное. Как-то вот так. Ну, еще пару часов можно еще потерпеть. И надо уже начать собирать. Вот клюнуло, и теперь уже сразу же появилась надежда. Ладно, попью чайковского, посмотрю. Если еще будет пару сработок, то подождем еще часик. Ладно, не будет поклевок, через часик начну собирать. Так, ну все, время час. Поклевок я больше не увидел. Оставляем эти удочки, эти продольники пока здесь. Идем на правый берег поднимать в первую очередь оттуда продольники, потому что здесь уже вот начало чернеть, и не надо рисковать, не надо ждать, когда начнем проваливаться, а проваливаться начнем уже скоро, потому что солнце припекает. Вон. Солнце жарит, и темные пятна, она еще лучше принимает тепло и тает прямо на глазах. Поднимем сначала те палки, потом начнем собирать на левом берегу. Так, начнем с самого глубокого места. Сейчас вкратце покажу, расскажу, как это происходит. Так, сначала проверяем, сразу отцепляем мальков. Ох ты, кто-то еще и клюнул. Да ладно. Вот так вот напоследок. Вот так вот. Давай, дойди только. Харюс, что ли? Блин. Цепилась еще. Да, Харюс. На последнем крючке. Не помню, на малька или на червя. На червя. Вот так вот не зря мы оставляли. Здесь уже был на утренней проверке. Вот тебе и глубина, вот тебе и песок. А Харюс есть. Достали рыбу. Вот сразу убираем червей, чтобы не мешались, чтобы крючки не ржавели. Убрали червей, грязь. Ну и на том спасибо. Не зря оставляли. Это даже не насаживали на остатки червей, и то клюнул. А на мальков никто не взял. Язя не было. Мальков не выкидываем. Отвезем кошкам, собакам. Кошки у меня нет, кошка в Ромке. Но очень любит рыбу. Просто обожает. Мой белый, когда был, тоже обожал рыбу. Скоро, ну, наверное, уже 3 года как его нет. Вот. Тут у нас толстая леска, средняя и чуть тоньше, это зимние. А вот сейчас вкратце покажу весенний продольник. Он просто вот так вот петлей. Вот. Это пока сюда, это на другое мотовильце, чтобы не путались. А для этого весеннего продольника у меня есть вот такое небольшое мотовильце. И просто вот так вот от середины влево-право в сторону наматываю, и оно ничего не запутывается. Надо будет, мы также распутаем. Главное, чтобы крайний крючок был с краю. С него начинаем и распутываем продольник. Очень удобно, очень компактно. И сюда можно на одном мотовильце
разместить очень много продольников. Продольники у меня по 3-4 крючка, в принципе. Можно даже меньше, меньше будет путаться. Но чем больше крючков, тем больше шансов на улов. Так. А то наматываем на другое мотовильце. Очень редко я пользуюсь этими весенними продольниками осенью по первому льду. Хотя, в принципе, можно. Осенью тоже рыба ловится. Но в минусовую погоду с червями заниматься это долго, муторно и холодно. И проблематично, потому что черви сразу замерзают. Можно чисто экспериментально, чисто один крючок добавить, чтобы на червей насаживать. А так вот продольник при минусовой температуре черви сразу замерзают и фигня полная получается. Если оттепель плюсовая, то можно заморочиться, но если уже поставил продольники, то надо бы как бы порыбачить. И по этой причине я их ставлю только весной, когда уже тепло, когда уже комфортно. Ну и когда не так, чтобы хорошо, но ловится. Так, часть палок поднял. Но пешком я сюда уже не пройду, наверное. Сейчас на всякий случай, если больше не возьму, это уже на лыжах. Корыто мое уже в воде. Блин, надо шустрить, надо шустрить. Так, здесь мы на лыжах, если пройдем. Ладно, так, покидаем пока. Там потом на берегу разберемся. Так, пока мы занимались поднятием палок, вижу раз перевертыш, два перевертыш, две удочки перевернуты. Так, что, смотрим. Не, здесь никого. Здесь никого. Но видно, что кто-то был. Был и ушел. Так, ладненько. Поправляем червячка. Закидываем. Может быть, еще вернется. Или другой подойдет. Не всегда получается заглотить. И сходит. Это, скорее всего, наверное, язь, я так думаю. Так. Все. Если утром мы ходили по насту, то теперь уже чувствуется, что снег уже рыхлый. Все, удочки пока еще оставляем, начинаем собирать продольники. Потому что удочки нет, да вот переворачивает. Пойдем глянем. Второй перевертыш. Все, больше нет. О, как классно он перевернулся. Так. Что-то небольшое, маленькое, вроде бы ёрш. Да ну нафиг, что, ёрш перевернул, что ли? Опа. Нормально, поймали свой продольник. Получается, не продольник, а вставную удочку
Поймали. Ёрш запутал ее. Не знаю, кто ее запутал, но вот этот кусок от вставной удочки, получается, не налим оборвал его, а сам я пешней. Сейчас пока временно завяжу, чтобы не запуталось. Нормально. А здесь кто-то был, клюнул, перевернул удочку, но сошел. Сошел, но прежде чем сойти, запутался об вторую оборванную удочку. И мы ее вытащили. Ну что ж, и на том спасибо. В принципе, с таким расчетом я и закидывал сюда удочку. Думаю, если... Потому что я не заметил, как я перерубил. Но если я перерубил, если она где-то недалеко валяется, то мы ее, возможно, поймаем. Так что так оно и получилось. Молодец! Хоть не попался, но ничего страшного. Так, все. Собираем манатки. Так, вижу еще одну перевернутую удочку. Скорее всего, только перевернула, потому что раньше я не видел ее. И перевернула с этой стороны. Значит, возможно, здесь что-то есть. Нету. Было, но ушло. Кто-то клюнул и выплюнул. Поклевка была, скорее всего, на нимфу, потому что червяк целый. Сейчас как закон подлости. Начал собирать манатки, и начнется клев. Так, ладно, пошли сначала палки поднимем, потом все остальное. Заодно посмотрим, клюнул кто-то, нет. Так, здесь у нас налимчик, чик-чик, которого мы обещали отпустить, что мы и сделаем. Ты нам не понадобился, иди гуляй. Гуляй, расти. Оставлял его специально в качестве живца на крупного налима, но ход налима еще не начался. Начнется чуть позже, перед ледоставом. Пусто, все черви целые. Рыба совсем не хочет ловиться. Что-то там внутри не так. То ли давление, то ли перемена погоды. Но вчера северяк дул, сегодня южный. Не знаю, может быть ветер, может быть солнце. Ну, немножко поклевывает, и то хорошо. Так, все. Поднимаем. Если что-то будет интересное, обязательно вам покажем. Нет, так поднимем тихушку, молча. Так, а здесь у нас что-то дергает. Что-то попало. Такое нормальное дергает. Цепляется об лед. Пошел в сторону. Опачки, 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 опачки. Вот, Янскадан. Ну не зря мы оставили на день. На той стороне попался один хариус. И вот здесь вот такой вот красавец. Так что без труда действительно не вынуть рыбку из пруда. И при всем бесклёве мы постарались, немножко поменяли, не сразу подняли. Вчера не подняли, сегодня не подняли. Немножко потрудились, и он одним красавцем у нас уже в ведре больше. Янцикадан. И хорошенький, красивенький такой, добренький. Все.
Ну, спасибо, палочка отработала. Получается, это какая палка? Раз, два, третья. На этой палке зимой как-то, если помните, 2 хариуса сразу на мальков попались. Напоследок. Напоследок. Следок, напоследок. Никого. Нет, что-то есть. Опачки! Вот это, друзья, красота! 2 хариуса! Ха-ха! Вот чего-чего, такого у меня в жизни еще не было. По одному они попадали, но чтоб сразу 2, такого никогда еще не было. И он хороший. Где у меня третий-то? Вон. 3 хариуса у нас сегодня. 3. Это обалденная малосолка будет сегодня. О! Здесь надо будет попробовать на удочку половить. Я по этой, раз попались, 2 попались хариуса. Проверил, дно каменистое как бы. И начал пробовать на удочку. И зимой здесь я тоже ловил. Только по одному, максимум по 2, наверное, на удочку. Что-то не ловилось. Я думал, будет весной ловиться. Ну, ловится. Почему нет? Нечего жаловаться. Ловится же. Ловится. Вон, почти пол-ведра уже накидали. Значит, ловится. Еще не вечер. Еще у нас вот стоят удочки. Еще у нас непроверенные продольники. Так что, возможно, еще что-нибудь поймаем. Все хорошо. Только лед тает на глазах. Так, здесь вроде небольшая натяжечка есть. Ну, очень небольшая. Что-то или ёрш, или хариус, не знаю. А, нет. Тут просто очень много живцов. Я закидывал остатки живцов, да. Да не путайся, ты, блин, ветром еще путается. Никого. Ладно, сейчас проверим сначала, потом. Пусто. Куча живцов. Куча мальков было. Червей. Никто сюда даже не подходил. Ну и нафиг. Не хотите, как хотите. Времени уже нет. Солнце жарит. Скоро начнет проваливаться лед. Надо выходить. Так что собираем без остановок. Поклевка прямо на глазах привернулась. Вот такой вот. Вот такой вот харюзец. Отнес палки. И прямо на глазах видел аж тюк-тюк. И удочка нафиг, бульк туда. Работают. И удочки сработали. Хорошо, отлично. Значит, не зря. Не зря мы остались. Редко, но поклевывает. О! Второй. Ну, блин, нимфа зацепилась об лед. Все, сход. Вот в этом минус нимфы. Тащил хариуса, зацепилась об лед и сход. Вот это уже интереснее. 2 поклевки сразу. Дразнит. Ну-ка, на мормышку. Это я кормушки собрал было уже. Потом заметил, что в одной кормушке там была крупная сетка, и мы
капронкой, в общем, обмотали, и там вообще не вымылось. И вот я распределил на свои кормушки, которые нормальные, которые вымывают 3 штуки. И их обратно поставил, думаю, до вечера пока. И, видать, они работают, получается, если к ним начали подходить хрюза. Может, просто совпадение, случайность. Не знаю. Знаю одно, что времени уже нет. Это точно. Перевертыш. Оп. Никого. Опять та же удочка, походу. Ну да. Работает одна и та же удочка. За всех. Прошло где-то минут 15-20, наверное. Сработала на опарыша. Ну чё, ну давай напоследок я тебе нацеплю свежего опарыша, коль так не жалко. Может, клюнешь еще что-нибудь. Так. И здесь что? Здесь нормально еще. На опарыша, видать, клюнуло. Дохло. Ну давай. Посмотрим. Еще что ли вода прибыла? Ну да. Прибывает на глазах. Постоянно надо добавлять глубину. Лед поднимается, получается. Ну, давай напоследок. У меня остался один последний продольник уже. Все поднял. И потом буду собирать удочки. Ну вот, наконец-то я закончил самую нелюбимую работу. Когда ставишь продольники, это самая любимая работа. Вернее, даже первая проверка. А вот собирать, зная то, что ты уже в этом сезоне сюда не вернешься, и самое муторное, нудное дело, тем более, когда свежие червяки, свежие мальки, куча насаженных, как бы вот завтра бы проверить, но будет улов. Но нет, все, сказали, надо уже дергать, вон, чернота, уже там вода проступает, завтра уже там будет открыто, наверное. Все, печора чистая. Отнес все палки пока сюда вот на берег, немножко осталось. Собрал все удочки, все поставушки, все кормушки, все убрал, все вот в этом корыте. Ну, улов не буду я высыпать, уже некогда мне считать. Кто смотрел, тот видел. Нормально. Будет и малосолка, будет и жареха, будут и солененькие ерши. Ну, пол ведра, не пол ведра, но килограмма 4, наверное, есть. Все. А теперь самое ответственное, самое экстремальное, так сказать. Вот мой ураган на берегу. Вот сани, которые уже капитально потаяли, даже немножко боком повернулись. Сейчас на лыжах аккуратно пронесу туда все, выкину палки и буду потихоньку выходить. Дай бог, чтобы все нормально получилось. Утонуть, я так думаю, не утону, но искупаться возможность есть такая. Ладно, будем надеяться, что все хорошо кончится. Погнали. Так, ну что, подошли. Как мы видим, вода поднялась. Вчера вот эти палки, которые лежали, были на снегу, только краешки эти были уже в воде. И я даже слышу, как идут льдинки под водой. Сейчас вот прошелся. Он промыло уже как широко. Ну, частично промывает лед, частично вода идет на берег, потому что поднимается. И вот и получается такая ширина. Здесь тоже все открыто. Ну, пробуем. Пробуем. Сильно бить не буду. Опа. Чуть рыбу не забыл. Сильно бить не буду, потому что знаю, что
Лед только верхняя корочка. Если возле корыта провалюсь, там ничего страшного, там где-то максимум по трусы будет, наверное. А если вот здесь, где я сейчас иду, то тут еще глубоковато. Так. Ложим пешню. Ложим ведро. Так. Как-то вот так. Господи, благослови. Перешел. Сейчас это все подниму на берег. И, как говорится, на сегодня еще работа не закончена. Сегодня еще мне надо будет... Давайте скину. Потому что сейчас еще поработать надо будет. Сегодня мне надо будет еще все палки от берега поднять сюда. Развязать леску. Она не развязана еще с каждой палки. Намотать на мотовило. Поднять все палки в одну кучу, связать и привязать к деревьям на следующий год. Может быть, пригодятся. Вот мы и на берегу. Слава тебе, Господи, все обошлось. Все хорошо. Завтра сюда уже я бы 100% не дошел. Сами все видите. Вон. Вы сами все видите. Весна наступила резко и капитально. Не знаю, на следующий год надо будет что-то с осени, наверное, думать. Или досками, или жердями как-то выкладывать вот это место, чтобы как-то промерзло, что ли, накатывать. Ну, все равно всю печору не укрепишь. Не хрен на гнилой печоре делать. Все, порыбачили и будет. Сезон 25-26 на реке Печора закрыт. Больше на реку ни ногой. На озеро мы еще съездим на закрытие. На озере еще лед есть. Там такого течения и ключей нету. Но тоже скоро и на озеро будет выходить опасно. Но пару дней сейчас отдохнем дома и обязательно съездим еще на закрытие сезона. Как-то вот так прошла наша зима. Подняли рано. Были морозы. Ну, на лиме, потому что перестала ловиться. Была надежда на весеннюю рыбалку, но весна пришла стремительно. Пока мы неделю были на лесной реке, наша Печора за это время прогнила. Ну ничего, 5 дней успели порыбачить. И на том спасибо. Все, помашем ручкой нашей великой реке. Скажем ей спасибо за рыбалку, за рыбу. И скажем до свидания. До следующего зимнего сезона. А встретимся мы на ней только уже по открытой воде. Это будет у нас рыбалка на продольнике, рыбалка сетями на разливных лугах. Это уже будет скоро, после весновки. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.